подчеркнут. Это было, поэтому говорить здесь, наверное, все-таки не совсем уместно. Но если надо сказать, то я могу сказать, что иногда проигрывает команда, а здесь, конечно, проиграл я как тренер и не ожидал, что, в общем-то, мы до 35 минут играли хорошо, плохо момент имели, и превращать игру в анархию, которая потом получилась. Конечно, в этом виноват только главный тренер. Это я. Конечно, это мое поражение, я его принимаю, и сказать что-то другое по этому поводу не могу. Сергей Николаевич, можете задать свои вопросы. А можно расшифровать все-таки, в чем это тренерское поражение? Были два момента, которые могли игру перевернуть совсем по-другому в начале. Ну, вы знаете, это всего лишь эпизоды. Я, конечно, не хотел бы, как вот играл Кантари, не хотел бы, чтобы он так играл, правильно? Когда мы не обладаем очень большим бюджетом, и поэтому угадать души людей, что они хотят, конечно, тяжело. Я их просил, если есть какие-то там предложения там, или какие-то там вещи, это надо просто сказать по-мужски. Заниматься самодеятельностью нельзя. Есть там художественная самодеятельность, там можно петь, можно не петь, а здесь надо выполнять что-то, то, что ты требуешь. А так играть в обороне с командой, которая самая сильная в атаке, и надо признать мастерство футболистов, конечно, Брест самая сильная команда по исполнителям, и такие, в общем-то, вещи делать они непозволительны. Это плевок, наверное, все-таки в мою сторону, что как бы ты ни говори, здесь по-другому сказать нельзя, должны, как-то если проигрывать, то проигрывать должны в честной мужской борьбе, хотя хороший футбол, конечно, был, очень хороший футбол, и не думаю, что мы там уже 1-6 заслужили, но мы имеем то, что имеем. Но единственные вещи такие делать, они, конечно, нельзя. Поэтому я признаю свое поражение. Николай, еще вопрос. Левчилин в атаке, это для нас большая новость, как бы в Бресте он был игроком группы обороны. Ну, мы немножко столкнулись с трудностями, у нас выпал и Яник, Жан Кетеменко, у нас не было из кого выбирать, вот сегодня первую игру в составе вышел Рассадкин, хотя он имел там моменты какие-то забить, но он пока еще не готов. Леша, кстати, вот для команды, он такой стилеобразующий игрок, он сыграет на любой позиции, он хороший игрок, поэтому мы это как бы не... Из того, что было, мы делали из того, что есть. Раньше, неж буду говорить о игре, хочу извиниться за раздевалку, за Кики, потому что сделал Кики в последней минуте игры. Это очень плохо, потому что там имеется респект. Он сделал это без уважения к сопернику. Да, респект. Уважение. Уважение? И поэтому я с ним говорил в раздевалке. Потом он понял, что сделал плохо, извинился. Потому что он сказал, что сегодня мы победили 6-1, але завтра мы можем тоже быть в этой ситуации. Поэтому всегда надо уважать соперника. Takže je to první moment, co хочу сказать. Po игре my chodili do раздевалки, 2 мячи забиты для нас, ale игра для меня не была хорошая. Мы играли пассивнее, все мячи, nebo много мячей пошли назад. Соперник хорошо прессинговал и играл на контратаке и сделал это очень хорошо. Только Гути и Макс Витус vlastně забронили забития gólu Немана. No i v втором тайме уже была такая игра, которая бы я хотел смотреть.
míči srazu vperiod, priamo na varote. Tretí gól Sanino Joka nám dal takové ako svobode. I od tego momentu, думаю, už byla toľko Anna komanda na pole a to byl Dynamo West.